На Смоленщине есть селение, история возникновения которого уходит вглубь веков. В первой половине XVI века по указу царя Ивана Васильевича в эти края был послан воеводой боярин Василий Тёмкин Ростовский. Здесь на реке Пчелки основал он порубежное сельцо. Построенная тут же засечная черта надежно защитила Русь от литовских набегов. А село это стоит и поныне, и называется Тёмкино. Земля Смоленская всегда была для Москвы заградительным щитом, и по праву гордится она своими детьми, чьи имена нераздельны с ее замечательной судьбой. Как удивительно и неповторимо житие маленькой, хрупкой смолянки, великой молитвенницы за Россию и ее страждущий люд, избранную самой Царицей Небесной на эту многотрудную стезю. Имя ее – схимонахиня Макария. Возлюбленная Богородицу и великая страдалица Мать Макария, ты в жизни своими усердными молитвами помогала страждущим, и ныне моли Христа Бога, спаситеся душам нашим. За твое, Мать Макария, смирение и терпение Господь даровал тебе свою святую благодать, дабы ты своими денно-ночными молитвами испрашивала у Него исцеление недужным и утешение скорбящим, и призывала приходящих к тебе к покаянию и к жизни по вере христианской. Услыши ныне, праведная Мать, нас грешных, и молися Христу Богу о спасении душ наших. Эту молитву написал старейший московский священник и богослов, духовный писатель Михаил Труханов. Ее смирение, ее терпение, ее постоянная молитва объединила, так сказать, с Богом. И она стала образцом для нас, грешных, этого терпения, смирения и любви. Вот это и есть признаки как раз святости. Счастье, прямо скажу, что я знал ее. Я несколько раз бывал у нее, причащал, служил молебны, соборовал ее. Если человек лежит в течение многих лет, не имеющий возможности даже себя обслуживать, ведь это, кажется, очень тяжелые обстоятельства. Он зависит буквально от того, чтобы ему кружку воды дали или кусок хлеба. Да. И вот эта безропотность, перенесение этого скорбного обстоятельства, болезненного, это уже великое дело для человека. Поймите это. Его жизнь тоже была преисполнена множеством страданий и лишений, и цену духовному подвигу он знал не понаслышке. За проповедь Слова Божия на 15 лет он был обречен на скитания по тюрьмам, лагерям и ссылкам. Впервые увидев матушку, он упал перед ней на колени и сказал: «Я преклоняюсь перед твоими страданиями». Встреча эта положила начало их многолетнего молитвенного общения. И однажды он мне сказал: Геннадий, ты знаешь, я молился Господу, и Господь сказал, что я показал ему в образах, что я должен тогда-то и тогда-то умереть. Я приезжаю к матушке Макарии: матушка, твой молитвенник собрался умирать. Он говорит, ему осталось 1,5 года. Матушка Макария говорит, а я за него помолюсь. Вы знаете, он прожил 15 лет после этого, еще к тому же. И умер 90-летним старцем. Великая молитвенница Макария. При крещении хорошенькую крепенькую девочку нарекли Феодосией в честь преподобной мученицы Феодосии. Крестивший ее иеромонах прозорливо сказал: «Девочка хорошая, жить будет, а ходить не будет». Фионушка, как ласково называли ее домочадцы, росла веселой и говорливой. Но пришла в их дом старуха-колдунья. Увидев девочку, она произнесла: «Какая маленькая, а уже ходит», и погладила ее по головке и по спине. Девочка тут же упала. «Что ж ты не встаешь?» – спросила ее мать. «Как же я встану? Я коленочки не могу разогнуть». А в 3 года она уже совсем не ходила.
передвигалась ползком, и в многолюдной семье сразу же стало всем мешать. Уползая с дороги, окрикивали ее то и дело. Ее жизненное пространство сократилось до угла в их небольшом доме или места под кроватью, где она проводила теперь большую часть времени. Когда вечерами все семейство собиралось, и отец Михаил Артемович читал Библию, простые слова из Священного Писания, как капли живой воды, падали в детскую душу и согревали ее. Бог любит всех и всем помогает. Богом данное. А именно так в переводе с греческого звучит имя Феодосия. С наивной верой ждала доброго участия в своей судьбе. Сегодня уже нет деревни Карпова, где родилась наша героиня, и церковь Кикина утратила красоту рукотворного чуда. Когда-то сюда ходили на богослужение Артемьевы, и их младшая дочь здесь почувствовала силу общей молитвы. Но даже в полуразрушенном виде есть былое величие храма и та намоленность, которая не выветривается в любое лихолетие. Боже мой, да будут очи Твои отверсты, и уши Твои внимательны к молитве на месте сем. Матушка Макария жила в тот период, когда свидетельствовать, говорить о традиции наших прадедов, наших предков, о той традиции, которая всегда несла людям свет, чистоту, любовь. К сожалению, об этой традиции нельзя было говорить открыто, и тех, кто это пытался делать, убивали, сажали в тюрьмы, запрещали. И таким удивительным, чудесным образом, когда нельзя было открыто говорить о православии, были вот явлены такие святые, как Матрона Московская, такие люди святой жизни, как матушка Макария, которые, по слову Амвросия Оптинского, где просто, там ангелов состо. Первое знакомство с матушкой Макарией произошло, когда я прочитала о ней статью в журнале «Русский паломник». Статья, конечно, потрясла. Потрясла до такой степени, что вот захотелось увидеть, услышать очевидцев, поклониться могиле. Но возможности как бы такой очень долго не было. Наверное, у каждого бывают такие ситуации, когда просто не знаешь, что делать. Заходишь в тупик и не знаешь, что дальше делать. Ну, как бы не знаю, почему я потянулась душой вот именно к матушке. Я стала ей молиться, я стала ее просить: матушка, ну помоги, ну как вот мне быть, вот как поступить в этой ситуации? И вижу сон. Вижу сон, подходит ко мне женщина, достаточно молодая, в черном платочке. У меня сразу ассоциация, что где-то я это лицо видела. Я не могу сказать, что вот там... Никак я не могу сориентироваться, кто это. И вроде бы настолько она добрая, настолько вот ее глаза, настолько вот они ласкающие. И я задаю ей свой вопрос. Почему-то я к ней вот обращаюсь: матушка, ну как вот мне быть? И получаю ответ: а ты читай «Да воскреснет Бог» как можно больше. Я проснулась и никак не могу понять. Лицо видела, голос чарующий. Кто мог быть? Я начала проглядывать свои книжки. Ну что, я первую книжку открыла, матушка Макария. Это будучи, она была, видно, пострижена еще Тихоной послушницей, потому что вот именно платочек по такому обряду завязанный, и сама еще достаточно молодая. Вот. Ну, поблагодарила как бы за такой хороший подарок, потому что «Да воскреснет Бог», вот хоть я и верующий человек, и все, как-то мы забываем об этой молитве. Вот. И после этого сна потихонечку, полегонечку, с молитвой «Да воскреснет Бог» вся ситуация разрешилась. Феодосия с детства была необычным ребенком, и с ней часто случалось необычное. Ей являлся святой Тихон Калужский, ставшим впоследствии ее духовным наставником и покровителем, и даже сама Царица Небесная. Посланные в утешение ее скорбной жизни божественные явления и видения наполняли особым смыслом жизнь убогой, то есть близкой к Богу девочки.
Однажды утром ее не смогли добудиться. 8-летняя страдалица находилась в летаргическом сне. Родители решили, что Господь прибрал ее к себе. Холодную и бездыханную Фионушку положили в мертвецкую. Но суждено ей было иное. Через 2 недели девочка проснулась, и до самой кончины память берегла ту радость, что испытала ее чистая душа, находясь это время в раю. Там она видела ангелов и святых, меж ними самая красивая Царица Небесная. Под ее взором душа расцветала. О, как хотелось девочке остаться в раю! Но Богородица велела Феодосии возвращаться на землю к людям и вознаградила ее даром исцеления и прозорливости. Я видел, может быть, сотни раз вот общение матушки Макарии с теми людьми, которые приходили к ней в поисках ее заступления и помощи. Она выслушивала человека, сидя на своей кроватке. Она была недвижима, на ножками не ходила, и вся его жизнь проходила на кроватке. Потом подушечку наклонялась, проходила буквально 5 секунд, она поднимала голову и говорила все, что должно было сказать этому человеку. Она говорила 3 слова, но в этих 3 словах вся воля Божия была. При жизни своей, конечно, я не имел возможности посетить это село Тёмкино и увидеть матушку Макарию и иметь какой-то непосредственный с ней контакт. Но были люди такие, они сейчас есть из числа моих таких дорогих, близких друзей юности, вот, которые однажды рассказали, как они были у матушки Макарии, какое она произвела благодатное впечатление, как они приехали оттуда воодушевленные, как потом постоянно стали в трудные моменты жизни, так сказать, искали необходимую поддержку вот в этой матушке, монахини Макарии. И мне это приходилось слышать при общении с моими близкими друзьями, ну, не единожды и не как-то случайно, а постоянно, когда мы общались, я сам задавал им вопросы. Они мне отвечали и говорили, что, батюшка, нужно обязательно вам съездить, нужно обязательно вам пообщаться, вы сами увидите, вот, какой она имеет дар, молитвы, прозорливости. Но моя жизнь сложилась так, что я настоятель 2 церквей, духовник города Москвы, там, и поэтому желание у меня было непосредственно, как бы сказать, побывать там, но и увидеть матушку Макарию, но так оно не состоялось. Но в то же время, после ее смерти, я дважды приезжал в Тёмкино с друзьями моими. Они мне показали это село, показали. Сразу мы приехали на могилку к матушке, послужили панихиду. Я увидел, какой любовью, почтением, уважением она пользуется. Потому что это было время не столь, может быть, такой по природному таким условиям благоприятное. Это была ранняя весна, только снег стаял. В то же время могила ее была украшена живыми цветами. Видно, с какой заботой, любовью ухаживают за ней те люди, которым она была дорога, и которым, по-видимому, много оказала своего такого внимания и заботы. Несмотря на свое убожество, она много чего умела. Сучила нитки, вязала, помогала матери белье полоскать. Я верткая была, худенькая, самовар к спине привяжу и ползу на реку чистить, и корову доила. Изо всех сил старалась доказать родным, что достойна их внимания и любви. Но то, что было предназначено этой девочке в дальнейшем, не укладывается в человеческом сознании. Давно известно, что кратчайший путь из Европы в Москву идет через Смоленск. Сколько вражеских сапог топтала дороги Смоленщины, и скольких героев явила миру эта земля. В центре Вязьмы стоит памятник доблестным защитникам Отечества в войне 1812 года.
А рядом с Тёмкиным усадьба героя этой же войны Дениса Давыдова, лихого партизанского командира и замечательного поэта. Время не пощадило и дом, и хозяйский пруд, где в прежние времена плескалась рыба. Нынче он тихо зарастает тиной. Но благодарные потомки еще помнят храброго гусара, помнят и его поэзию, полную любви к Отечеству. А это герой другой войны, Великой Отечественной. В этой войне и тёмкинцы потеряли 1200 своих сыновей. Когда война началась, отец Феодосий и братья ушли на фронт. А вскоре в деревню Карпово пришли фашисты. Мать, забрав вещи, уехала в Калугу к брату, а девочку оставили умирать одну в пустом доме. Как она пережила предательство матери, одному Богу известно. Ему она и молилась. А когда под ее защиту местные жители оставили маленьких детей, а сами ушли прятаться в лес, ей стало легче. Юная праведница зажгла 7 лампад и 12 свечей и молила Бога о спасении их всех с таким усердием, что даже немецкий офицер проявил милосердие и выдал ей документ, позволяющий никому чужому дверь не открывать. Бояться было чего. Фашисты 2 года хозяйничали здесь, и неудачи прорыва к Москве и вылазки партизан их озлобляли. Деревни нещадно разграблялись, многие избы сжигались, иногда вместе с мирными жителями. А дом, принадлежавший семье Артемьевых, где все это время находилась Феодосия, уцелел. После ухода немцев этот дом облюбовал колхозный бригадир с многочисленным семейством, а девочку выгнали из родного дома. Никто за нее тогда не заступился, и она, не зная дорог, поползла навстречу еще более тяжким испытаниям. 700 дней и ночей она прожила на улице, едва прикрытая лохмотьями. В дождь и в снег, в холод и зной, ползала от дома к дому, от деревни к деревне, сбивая в кровь руки и ноги, ночуя в стогах сена, прячась в сараях, голодная и грязная, готовая в любую минуту принять смерть. Ее страдания остановила Матерь Божия. Она явилась и сказала девушке: «Хватит тебе жить на улице, сегодня за тобой придут». В это время Феодосии было уже 17 лет. Она сумела не озлобиться, не иметь ропота к Богу, не иметь крика души, что «Господи, да где же ты?», как обычно мы делаем, когда нам плохо. «Господи, да где же ты? Да неужели ты не видишь?» Не было у нее этого. У нее было смирение и полная покорность воле Божьей. Вот как бы эти моменты действительно не видно только слепому. Это пример и как бы наставление, наверное, вот ее пример жизни. Примером обычно учат детей, примером учат любое общество. Не словами, не книгами, не разговорами, а именно примером. И вот такой пример у нас перед глазами. Это наша современница. Это человек, который жил в нашем обществе, которого помнят односельчане. Поэтому я думаю, что нам надо учиться и потихонечку становиться добрее, отзывчивее и немножко чутче. Приютила скиталицу старая монахиня, в прежние времена насельница Вяземского Аркадьевского женского монастыря. Когда монастырь разорили, мать Наталья поселилась в селе Тёмкино в маленькой избушке, где проживала ее родная сестра Екатерина. Во время гонений на церковь многие священнослужители, монахи и монахини были брошены в застенки, где подвергались пыткам и мучениям. Не избежала этого и мать Наталья. Но смертную чашу пронесли мимо нее. Монахине явилась Царица Небесная и сказала, что быть ей хожалкой за больной девушкой. Еще шла жестокая война, народ терпел горе и лишения, тем дороже было тепло, с которым окружили юную страдалицу 2 сестры.
Мать Наталья была псаломщицей и ходила служить в деревню Доброво за 10 километров. В Тёмкино храм был уже разрушен. Хор монахинь, которым она руководила, часто собирался на вспевку в их маленьком домике на краю села. Волнующее пение духовных стихов трогало Феодосию, и она тихо подпевала. После спевки старушки засыпали, а девушка еще долго молилась за страждущих, больных и увечных людей в тылу и на фронте, и за скорую победу, прося у Господа и Матери Божией благодати родной земле. Вскоре Феодосию постригли в послушницы с именем Тихона. Девушка расцветала, и, как скажет она потом, нужно было крепко Бога молить, чтобы помог он пережить в чистоте молодые годы. Праздная она не была и лихо управлялась по дому, даже картошку помогала копать. От соблазнов Тихону спасала молитва, да и мать Наталья прятала ее от дурных глаз. Тихона часто болела, тяжкие мытарства сказывались. Когда она попала в больницу санитаркой, там служила Елена Константиновна Мурашова, которая стала очевидцем непрекращающегося потока страждущих исцеления с вящей помощью послушницы. И всякий раз проявлялась прозорливость Божией избранницы. Она знала, с какими мыслями и бедами приходили к ней люди и как им помочь. Народ очень много приходили к ней. Ездили даже с Прибалтики, приезжали, такой издалека, из Ленинграда. Очень много приезжало людей, и к ей все. Она очень много понимала. И вот она, знаете, как была, есть некоторые скупые идут к ей туда, к ей, как говорится, на прием. Ну, вроде как поджадничать, что вроде жалковато денег много дать. Она даже чувство понимала. Вот так возьмите, она близорукой была, немножко как язычок у ей, вот так посмотрим, ответить. А не, возьмите денежки себе обратно, нам на дорожку, Я когда работала санитарочкой, вот несем ребеночка там к роженицам матерям. Она лежала в коридоре. Я говорю, Федосюшка, вот на, подержи ребеночка. Она засмеется, хорошая была матушка. Блаженная Макария, ты у одра сидишь, скорби, что впала в немощь, я со мною ночь не спишь. Блаженная Макария, блаженная Макария, далекая и близкая наставница моя, страданий претерпевшая так много на веку, водичкой стала вешнею, вербой на берегу, и по миру рассеялась ты брызгами добра, чтоб всем и всюду верилось, что жизнь любовь одна. Блаженная Макария, блаженная Макария, любимая и чтимая наставница моя. В январе месяце 1985 года по благословению архиепископа, ныне митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, еще с 2 студентами мы прибыли в Смоленск. По тем временам это еще было сложно устраивать сразу жизнь пасторскую. Были препоны некоторого рода. Ну вот пришлось, услышала о матушке Макарии, что есть такая старица в Тёмкино. Приехал из Смоленска в Тёмкино рано утром. Матушка приняла, было несколько человек, посетителей у нее. И она приняла меня здесь. Сначала очень строго, даже какой-то испуг, страх напал внутренний. Я стал на колени перед ее кроваткой. Она обняла за голову руками, благословила. Особенное было благословение. Сначала как бы погладила, пожурила, да, приласкала, а потом резко, неожиданно так шлепнула по голове меня. Говорит, иди с Богом. Вот. Ну и дала дорогу гостинцев. Оказалось, у нее пол-литровая баночка меда,
кусочек мыла душистого и денег дала. 150 рублей. Я был удивлен этими образами, знаками. А мне сказали, запоминай последнее, что матушка сказала, благословение. И действительно, после этого сразу устроилось все очень быстро. Уже в Великую Среду я диакон, в Великий Четверг я священник. И в первый светлый понедельник, первой недели Пасхи, я уже назначен на приход в Смоленске во второй храм священником, настоятелем этого храма. И вот с той поры, буквально через 2 недели, я назначаюсь уже секретарем Смоленской епархии. То есть с ее благословения пошло вот так вот быстро все, моя как бы пасторская деятельность. После, когда стоял вопрос о том, чтобы опять вернуться все же в Смоленск и к монашеской жизни, в монастыре быть, то посещал я еще раз матушку. И потом уже с матушкой мы общались 3-й раз. Я утром приехал, всех принимает, меня не принимает, как священника. Посадили меня в уголок перед ее комнаткой. И я вот провел почти день, где-то часов 2 уже дня. Уже все прошли. Тем самым она дала вот, потом она мне сказала, говорит, ну что, слышал, с чем ко мне приезжают люди? Кто с радостью, кто с бедою какой, кто благодарят, кто просит. И вот всех она по разным причинам принимала, кого ругала строго, давала всем водичку. И вот она показала вот о том, может быть, пути духовничества, который предстоит в будущем, может быть, еще. Вот. То есть это были интересные встречи. В книге Геннадия Дурасова «Духовного сына матушки Макарии» читаем. Старая монахиня Наталья говорит послушнице Тихоне: «Ты нас похоронишь, а потом пойдешь в монашки. Скоро-скоро будешь подряснички носить». Как-то вечером Тихона услышала стук в дверь и голос Богородицы: «Тебе здесь больше нельзя жить, я тебя буду переселять». И в самом деле после смерти старушек оставаться в доме одной было опасно. Злой сосед грозился ее убить. И пришлось Тихоне кое-как собирать деньги на новый дом, где она и проживет до скончания своей земной жизни. Осенью 1976 года Тихону постригли в монахини с этим же именем в честь преподобного Тихона Калужского-Медынского. А спустя 15 месяцев мать Тихона принимает схиму, высшую степень монашества с именем Макария, в честь христианского святого и пустынножителя IV века Макария Египетского. Случилось это событие 1 февраля 1978 года. У каждого человека есть не только измерение вот земное, а еще и небесное. Она была рождена в день мученицы Феодосии, значит, она носила имя Феодосии. Потом она носила, как послушница и монахиня, имя Тихона Калужского. И он являлся ей тоже. Потом матушка приняла схиму, и она уже схимонахиня Макария. Значит, у нее было 3 небесных покровителя. И сама Матерь Божия ей явилась и благословила ее на подвиг. Молиться за всех, принимать все болезни, печали, скорби людей, которые к ней приходили, и доносить их до Матери Божией. Для подвижнического служения избранницы Царицы Небесной духовное здоровье и чистота своего народа станут главными. Не пугало матушку Макарию это тяжелейшее для ее хрупкого существа послушание, и она исполняла его с великим тщанием. О своем же благополучии и здоровье она никогда не думала. По словам Иоанна Златоуста, самое главное почитание святых – это подражать их жизни. Параллельно мы, естественно, читаем акафисты, поем разные песнопения, служим службы святым. В Греции и в России как почитают святых, приходят, прикладываются к святым мощам, которые передают благодать Божию.
почитают, стоят долго в очередях, чтобы приложиться к мощам. Почитание святых – это не только прийти в храм, поставить свечку, приложиться к мощам, но нужно также подражать святым, чтобы достичь того уровня, той святости, и чтобы приблизиться тем самым к Христу. Люди с верой и любовью приходят, прикладываются к мощам. Мы видим, как они стоят по несколько часов в любую погоду в очередях, чтобы высказать, попросить святого, рассказать ему о своих проблемах. Вот. Это все достигается только любовью. В этот момент здесь пребывают мощи святого Дмитрия Солунского. Он был мучеником, он отдал свою кровь за Христа. Но параллельно мы видим, что и святая Матрона, которая здесь пребывает в ее мощи, она тоже была, можно сказать, мученицей подвигами своей жизни, блаженством, которое она ради Христа приняла. Наша церковь, как я уже сказал, стоит на крови мучеников, на крови Христа Спасителя, стоит на слезах и на аскетичном поту святых, которые страдали и молились Господу за нас. Желаем, чтобы Господь Бог через святых своих покрыл своей благодатью всех православных христиан. Я всегда сравниваю матушку Макарию с матушкой Матроной, мощи которой почивают вот здесь, в Покровском монастыре города Москвы. Если посмотреть на их житие, все они, и матушка Макария, и матушка Матрона, наши современницы. Все они несли от Господа свой крест. Матушка Матрона была слепая от рождения, а матушка Макария практически с младенчества не ходила. Как мы знаем, у нее совершенно не работали ножки, и она вынуждена была все время находиться в сидячем, лежачем положении. Если, опять же, возвращаясь к матушке Матроны, ее подвиг состоял в том, чтобы облегчать участь, горе людей, к ней обращающихся. И так как находилась она в Москве, поток был к ней огромный. Как мы знаем, власти делали все, чтобы огородить ее от посещения людей. Матушка Макария, наоборот, находилась, можно сказать, чуть ли не в чистом поле, но тем не менее поток людей был к ней такой же неиссякаемый. И уже с 6 часов утра до позднего вечера люди находились у ее дома, чтобы облегчить свои и своих родственников скорби. Год от года Тёмкино преображается. Еще недавно так выглядел источник святого Илии Пророка. И обливались святой водой здесь же, прямо из ведер, а раздеваться приходилось на виду у всего честного народа. Нынче иная картина. К часовне и источнику можно спуститься с 2 сторон, по красивым лестницам с перилами. Все здесь по-православному достойно и удобно, особенно для престарелых людей. Эти преобразования, конечно же, связаны с именем блаженной старицы схимонахини Макарии. Так, с Божьей помощью, духовные дети матушки создают новейшую историю села. Теперь в Тёмкино устремлены потоки паломников, просветленные верой, надеждой на благодатное исцеление по небесным молитвам матушки. Они возвращаются в свои дома, города и деревни, неся в душе благодарность и любовь к народной печальнице. Местные в свое время когда-то даже ее брали воду на анализ. И там очень большое содержание серебра, элементов. То есть, а серебряная вода, вы сами знаете, живая вода. А уже не говоря о том, что это вода освященная, освящаемая до сих пор силами небесными.
Моя мама ездила к ней в течение 14 последних лет. Из нашей семьи я у ней был перед ее кончиной зимой 93-го года. Вот за все эти 14 лет, не то чтобы много, но вот сколько мама меня могла с собой брать, я ездил. А самостоятельных моих поездок было несколько. И последняя была самая серьезная. Она была серьезная по той проблеме, с какой я приехал. И проблема эта была решена для меня в кратчайшие сроки. Кратчайшие до такой степени, что приехал я с проблемой, а вернулся, и проблема рассеялась. А вообще, какие чудеса происходят по молитвам нашей матушки, могу лично свидетельствовать. Некоторые просьбы, пусть даже где-то детские, вот как я их сейчас воспринимаю, смотря на ту проблему, которая была там 5 лет назад, исполнялись мгновенно. И вот это, конечно, переполняет радостью от того, что мы знали такого человека, такого ходатая пред Господом. Я человек одинокий, и приехала ко мне с Липецка подруга, и, с одним мужчиной, верующий, хороший, и, как бы нас познакомила, и мы захотели, соединить свои судьбы. Он уехал, один день побыл, мы познакомились, и он уехал по своим делам. На Украине он был, месяца 2 или 3 он был. Но я за это время не знала, и хочется мне, и не знаю, и туда мечусь, иногда прям вот захочется замуж. Иногда, ой, нет, не могу, я уже столько привыкла, и все, не хочу ничего. И молюсь, Господи, управи, что же мне делать? Думаю, чтобы во спасение все это было. Конечно, хочется, чтобы спутник-то был верующий, чтобы все было по-божьему, как говорится. И я молюсь, и это было как раз весной, а это где-то месяц-два, и уже около... я молилась, Господи, что же мне делать? Как становлюсь на молитву и спрашиваю. И как раз я читала книгу, я один раз ее прочитала. Я так тоже сострадала этой матушке, не могу, так я ее полюбила. Вот всем сердцем полюбила. И второй раз опять я ее начала перечитывать, эту книгу. Мне она так понравилась. И однажды вижу во сне, она мне говорит: вот живешь одна, а я же все спрашиваю, что же мне делать, а ответа не получаю. Она мне говорит: вот живешь одна и живи, а то и за него отвечать придется, там за все ответ держит. Господи помилуй, я открыла глаза, я не проснулась, я открыла глаза, и такая у меня благодать на душе. И думаю, матушка, это ты, она в черном платочке, открыла книгу, она. В народе всегда говорили, что к пустому колодцу народ не идет. Сегодня был праздник памяти матушки Макарии, день ее представления, день ее кончины. И то, что съехалось столько людей с разных уголков нашей страны, съехались не потому, что им кто-то приказал это сделать, не потому, что проводится какая-то общественно-политическая акция, а потому что сердце их велит им. Сегодня, конечно, все равно актуален вопрос, что ждет нашу страну, в которой мы родились, которую мы любим. И, наверное, ее подлинное возрождение, ее настоящая жизнь, она начинается с возрождения вот таких вот мест. Не с возрождения, наверное, небоскребов, а с возрождения небес в сердцах людей. В наше время такое очень плотное, спрессованное, которое перегружено проблемами, заботами, современными технологиями. Все это, конечно, нужно, но сердцу чистоты хочется.
чистоты, как, наверное, как Пушкин написал, духовной жаждою томим. Хочется просто людям пожелать, которые, может быть, как иногда просыпается это, если есть возможность, приезжать сюда почаще, приезжать и прикасаться этой радости и света, простоты и гармонии, любви, которая здесь вот как-то настолько естественно все и пронизано, что сердце не обманешь. Вот, слава Богу, что такие места есть. Слава Богу, что русское сердце к ним рвется. Одному из своих духовных чад матушка сказала, что недалек тот день, когда и в районном центре Тёмкино, и здесь будет построен храм. Духовные чады спрашивают, а где матушка? Он говорит, здесь, и ручкой показывает в окошко. Он говорит, так, матушка, так там же двор скотный, где же там храм-то? Он говорит, нет, я говорю, здесь будет храм, вот в этом месте. А когда уже матушки не стало, духовные чады решили построить часовню. И когда обратились в администрацию, администрация выделилась 3 места. Потом из этих 3 мест сама же администрация оставила одно. Оставила как раз на том участке, который напротив домика. Мы его назвали храм-часовня. На самом деле получился, пусть небольшой, но тоже храм. И слава тебе, Господи, теперь в этом месте молитва созиждется, служба совершается. Эту церковь пришлось строить нам вместе, а вся тяжесть вот всех этих прорабских работ упала на меня. Надо было найти проект. Церковь должна быть обязательно в честь явления Божьей Матери. В этом месте Матерь Божья являлась матушке Макарии 50 лет, на протяжении 50 лет, начиная с 1943 года. Значит, и храм должен быть похож на те храмы, которые строились в честь Богородицы. В то время несколько раз создавалась книга «Богом данная», тиражи были, слава Богу, хорошие, и вот небольшие деньги. Потом мы продавали эту книжку еще, фотографии матушки и прочее. И мы собрали какую-то сумму для того, чтобы построить вот этот деревянный дом по проекту Дмитрия, нашего Пшеничникова, то же самое. И в этом доме устроить музей. Самое любопытное, что, каким он должен быть? Вы знаете, я увидел во сне будущее здание музея под Троицу, под праздник. Это должна быть центральная часть музея и 2 крыла. В 2 крылах должны жить почитатели матушки Макарии. И тем же самым мы экономили 2 стенки. И вот, были люди, которые помогли напечатать фотографии замечательные. Все это было снято в свое время совершенно примитивной аппаратурой, но хорошего качества, это любитель. Записи матушки Макарии голоса производились простым спутником, такой был магнитофон, совершенно с плохими характеристиками. Потом у меня была к тому времени уже и схема, ремень, подрясник матушки Макарии. Я собирал все вещи, которые там выбрасывались матушки Макарии, разбитые чашки и прочее, прочее, реставрировали. И вот сейчас у нас уже сложилась экспозиция, которая значит, отражает жизнь матушки Макарии. Нам подсказали с Афона старцы. Они как-то помогали своим советам, связывались. И вот установлен иконостас. В свое время участник нашей группы, инициативной группы во имя Смоленской иконы Божьей Матери, Виктор Иванович Крамер, едет на Афон, рассказывает старцу: батюшка, мы построили церковь во имя Смоленской иконы Божьей Матери. Сейчас строим дом общежительный для членов инициативной группы и попечителей. А он говорит: нет, говорит, вы строите не дом, это будет то ли скиток, то ли пустынька. Отче наш, же еси на небеси, да светится имя Твое, да приидет царство Твое, будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный, дай нам дней, и остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим. Крест, хранитель всея вселенная, крест, красота церковная, крест, царей держава, крест, верным утверждение, крест, ангелам слава, и бесом язва.
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое. Мы сейчас привыкли, так сказать, когда экспонаты какие-то довольно очень древние, там, и носящиеся отпечаток больших, так сказать, целых столетий. Здесь это скорее всего, можно назвать таким памятником, которые вот захотели, любящие ее, тем, кто приходит туда посещать эти места, помочь воспроизвести тот ее дивный образ. Поэтому личные вещи, личные фотографии там ее и множество других, так сказать, святых таких вот при этом музей хранится. И поэтому, когда вы соприкасаетесь с этим, это тоже как бы умиляет сердечно. И думаешь, как же действительно сбываются слова, что праведник вовек будет жить. Да. Вот память о нем в веках не умрет. Ее любовь, ее вера, ее живое общение с людьми, да, вот, оно не могло бесследно, так сказать, исчезнуть. Она оставила такой богатой о себе память. Мучаясь безмерно и стаявших слезах, ты сохранила веру и ласковость в глазах. Жестоких не корила и кроткой прослыла, обидящих любила и столько душ спасла. Блаженная Макария, блаженная Макария, ты свет душе явившая, наставница моя. В жизни матушки были такие встречи, о которых нельзя умолчать. Однажды к ее дому подъехала черная «Волга», и из нее вышел Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт планеты, герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР, молодой, красивый. Приехал не лечиться и не за помощью. Дело в том, что мать Юрия Алексеевича, Анна Тимофеевна, часто бывала у схимонахини Макарии, сострадала ей и знала, что старица терпит нужду и болезни. Юрий Алексеевич приехал познакомиться с матушкой, а после, за 2 недели до своей гибели, привез докторов и обещал помочь с назначением ей пенсии по инвалидности. А она, зная о грядущей беде, строго предостерегала: «Больше не летай, тебе нельзя больше летать». Но любимый сын Земли улетел в вечность. Отпевали Гагарина заочно в доме схимонахини Макарии. Разные слухи ходили о гибели первого в мире космонавта, но матушка уверенно говорила: он был простой, как ребенок, и он ни в чем не виноват. До самой своей кончины монахиня-схимница молилась об упокоении Юриной души. Когда была годовщина матушки, вот мы собрались, немного было-то людей, и отслужили тогда панихиду на могилке. Вот. Было уже, конечно, и печально, и в то же время радостно, что матушка покинула этот бренный мир. Тоже ведь она много здесь и пострадала, и потерпела. Вот. А перешла в другой иной мир, престолу Божия теперь. Верим, надеемся на это, что она ходатайствует за всех нас, кто с любовью к ней прибегает, к ее памяти, просит ее молитв, приходит на могилку, приходит на тот источник, в ее келийку. Все это доступно, и, конечно, люди уходят отсюда утешенными, с надеждой, что Матерь Божия
по молитвам Матушки Макарии будет помогать всем нам в этой земной жизни. А люди все ехали и ехали в Тёмкино. Отвергнутые равнодушием официальной медицины, они ждали избавления от гнетущих их недугов по молитвам блаженной старицы. И она принимала всех, наставляя подкреплять ее молитву своей. «Читайте «Отче наш» и «Богородица Дева, радуйся», — говорила она. «Исповедуйтесь и причащайтесь, и тогда исцелитесь». Сама же отмаливала ей грехи и брала на себя все их душевные и телесные болезни. Лишь сугубая Божья благодать помогала схемонахине Макарии нести этот ни с чем не сравнимый груз. О свышнем мире, о спасении душ наших, Господу помолимся. У нас игумен Александр привез книги, Богом данные. Я увидела, значит, мне подарили на День ангела вот эту книгу. Я почитала, мне очень понравилась, она очень тронула. Я перечитала не один раз, плакала от всей души. И потом мне захотелось посетить это место, где матушка жила. Вот я поехала. Второй раз, почему я поехала? Хирурги мне сказали, нужно ложиться на обследование. Сделали УЗИ, уплотнение. Но поскольку я уже облучалась, лежала в онкологии, поэтому они побоялись, что что-то онкологическое. И сразу мне на память пришла матушка. Ведь она сколько исцеляла людей. Поеду-ка я к ней. Собралась очень быстро. И сказала, что я на неделю в Москву поеду. Вот приехала к матушке на могилочку. Это всей души. Попросила ее. Помоги мне, матушка, ну не операцию же мне делать. Помоги мне, голубушка. Ты всем помогала, и мне помоги. Поставила маслице на ее могилочку, взяла песочку, водички святой из источника. Приехала домой, и вот неделю я, значит, мазалась этим маслицем, пила водичку. И после недели я пришла, значит, в больницу. Меня положили и обследовали. Доктор сказала, женщина, доктор сказала, а у вас ничего нету? У вас и желудок, но мой-то желудок, у меня очень плохой желудок был. Я так удивилась, я очень удивилась. И вот молитвами матушки, схемонахини Макарии, ее святыми молитвами Господь Бог даровал мне исцеление. Я благодарна матушке, Господу Богу благодарна, Царице Небесной. Мы однажды приехали к ней, но это было вот как раз в 93-м году. Мы помолились с ней, причастили ее, служили водосвятый молебен. Она очень просила нас это. И когда мы это совершили, у нас развернулась духовная беседа. Мы долго разговаривали о духовном. И нас очень поразила ее, действительно, любовь к нам. Мы как бы первый раз ее видели, но у нее такое обилие к нам было любви. Просто это мы поражались.
Ну, а потом пришло такое в этом разговоре, что вот я говорю, подвяжу своих сыновей под благословение для духовного общения. Она сказала, что нет, в этом виде больше мы не встретимся. Но, да, я веду скоро в иной мир. Но по милости Божией, по промыслу Божию, так случилось, что когда дети выросли, один из сыновей стал священником и был назначен на этот приход. И так вот мы теперь каждый год ездим для того, чтобы почтить память, побыть на могилочке и помолиться у престола Божия за монахиню Макарию. Душа матушки была уязвлена человеческими страданиями. Она не могла ни спать, ни есть, и к тому же терпела много скорбей от своих хожалок. Но чем сильнее одолевала ее физическая боль, тем еще и еще усерднее она молилась. Она была раба Божия в полном смысле этих слов и умела безмолвно страдать, окрыленной живой надеждой быть не оставленной Богом. Ее тревожила судьба России, судьба Москвы, святого города. Она говорила, народ там плохой стал, я дюже молюсь за Москву. С улыбкой называла себя девчонкой. Я российская девчонка, никто меня не обидит, Россия меня не обидит, я люблю Россию и молюсь за нее. У Господа и у святых Его нет границ. Человек может обратиться к своему особо почитаемому святому и в момент получить благодатную помощь от Него, потому что для мира духовного таких границ, какие существуют для нас, нет. И мы, обращая свои молитвы к схимонахине Макарии вот сейчас, надеясь, что она находится у престола Божия и возносит их с другими святыми за нас грешных, конечно же, надеемся, что мы получим просимое. Вот. И лично для меня существует полная уверенность, что матушка Макария обрела благодать у Бога, потому что это я ощущаю своим сердцем и теми событиями, которые происходят в моей жизни, начиная вот с того возраста, когда я первый раз к ней приехал со своей мамой. Однажды в ее скромную келью вошел митрополит Петерим, один из высших иерархов Русской Православной Церкви. Владыка хотел узнать Божью волю о себе. Был в его жизни тогда очень тяжелый период. Митрополит причастил схимонахиню Макарию и долго беседовал с ней. Слова блаженной старицы озадачили великого архиерея. «Как жаль, что нам придется расстаться с Россией. Матушка, может, Россия еще возродится?» «Нет, владыка, поздно уже. Россия на соль переводится». Что же хотела сказать этим Божья избранница? Открываем библейскую энциклопедию. Слово «соль» нередко употреблялось для обозначения содержания тех лиц, которые находились в услужении у других, то есть состояли у кого-то на службе. Так вот, чем хотела озадачить тогда владыку блаженная старица. Россия в услужении у кого-то перестает быть Россией, ее перемалывают чужие жернова. Уже целое поколение молодых людей, перенявших американский образ жизни, подвержены страстям, а все духовные ценности, заповеданные Спасителем, попраны, все на продажу. Российская земля заросла бурьяном. В притче о сеятеле Иисус Христос говорит: «Царствие небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сорняки – сыны лукавого. Во время своих последних явлений Царица Небесная говорила схимонахине Макарии: «Землю российскую никому нельзя продавать, я наблюдаю». А Россия-то будет? Будет ли Россия? Вопрошала схимонахиня Макария. Россия многоправославна, Россия не погибнет, был ответ. И матушка поясняла:
Матерь Божия запрещение дает на распродажу земли. Матерь Божия все наладит, она народ наш жалеет, и Россию никто не возьмет. Блаженная Макария, благослови меня, чтоб людям зло прощала я, любя не кляня. Блаженная Макария, еще благослови, чтоб скорби мои таяли в сиянии любви. Блаженная Макария, блаженная Макария, прими меня, Макария, в объятия свои. Прими меня, Макария, в объятия свои. В необъятном океане человечества нет подвига более трудного, более болезненного, чем подвиг и борьба за любовь. Это слова современника схимонахини Макарии, русского святого Силуана Афонского. Из всех заповедей преподобный выделил две главные – о любви к Богу и к ближнему. Блаженная старица Макария и жила среди нас для того, чтобы исполнить эти заповеди. В ней живо сияла сила Божия, в немощах совершаемая. Ее изнуряющий физически, жизненный подвиг крестоношения и полного смирения перед Господом обратился на благо всех нас. И сегодня с горних высот на нас смотрят ее добрые, но взыскующие очи. Сегодня Россия на пути к выздоровлению, и в этом есть большая заслуга великой молитвенницы за Россию, схимонахини Макарии, избранницы Царицы Небесной.